О том, что ее жизнь навсегда связана с неизлечимым диагнозом, Асет Султыгова узнала 15 лет назад. У женщины сахарный диабет второго типа, который серьезно отразился на ее здоровье и жизни. Асет полностью потеряла зрение на левый глаз, пережила несколько операций. Делится, в первые годы было тяжело соблюдать требования врачей, но сейчас уже привыкла к новому образу жизни. دريجي صندوق أتخ تيج كزجا يج سجان ريج هزمل ديك ساخر مت إتاتس والله مت إتاش تيبر أصل جنون دوم ساخر. Сахарный диабет остается одной из наиболее актуальных проблем в системе здравоохранения во всем мире. По прогнозам ВОЗ, число больных вырастет до 1,5 миллиарда к 2050 году. По словам специалистов, сахарный диабет молодеет. Заболевание все чаще обнаруживается у детей и людей молодого возраста. Основная причина роста числа заболевших – это кардинальное изменение образа жизни населения, которое началось с середины прошлого века и продолжается по сей день. Количество больных в России за последние 20 лет выросло на 3 миллиона. В связи с ухудшающейся статистикой правительство страны предприняло ряд мер. Так, в этом году регионы получат более 3 миллиардов рублей на создание, оснащение и дооснащение эндокринологических центров. В Ингушетию на борьбу с диабетом направят около 11 миллионов рублей. Фонд так направлен, я так понимаю, на развитие в основном школ диабета, которые в основном и занимаются профилактикой и лечением этого сахарного диабета и осложнений сахарного диабета. Работа ведется в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Его основные цели – раннее выявление и лечение сахарного диабета, обеспечение пациентов необходимыми препаратами, разработка и запуск региональных программ. В том числе и в нашем регионе организовывается региональный проект по борьбе с сахарным диабетом, куда будут включены основные моменты, требующие дополнения, модернизации и улучшения качества оказания медицинской помощи. Всего в республиканском диспансере Ингушетии на учете с диагнозом сахарный диабет состоят 8541 человек. За 9 месяцев 2023 года впервые выявлено 326 диабетиков, 10 из них дети. На данный момент под наблюдением врачей круглосуточного стационара находится 11 пациентов. Высокие показатели гликемии идут, очень высокие показатели гликированного гемоглобина идут. Это показатель, который указывает на сахар крови в среднем за последние 3 месяца. Существует несколько разновидностей этого заболевания. Сахарный диабет первого типа наиболее опасный, часто развивается у детей и молодых людей до 30 лет. А сахарный диабет второго типа протекает достаточно медленно. Самым распространенным видом диабета является второй тип сахарного диабета. Это инсулинонезависимый сахарный диабет. Плюс в основном сейчас идет большой рост количества сахарного диабета первого типа. Если 100 лет назад сахарный диабет приводил к тяжелым последствиям, то сегодня большое количество препаратов позволяют контролировать уровень сахара в крови, а открытие инсулина подарило больным возможность не умирать от этого недуга. Показания к назначению инсулина, соответственно, это абсолютная инсулиновая недостаточность, это абсолютное показание, сахарный диабет первого типа, когда не вырабатывается инсулин, и, соответственно, у них есть необходимость в заместительной терапии инсулином. За последние 30 лет число случаев ожирения и избыточного веса в России увеличилось до 2,5 раза, среди детей до 10 раз. Сахарный диабет первого типа предотвратить невозможно, а вот причина диабета второго типа не генетика, а вредные привычки. Ожирение и нарушения в работе поджелудочной железы приводят к уменьшению выработки инсулина. Стрессовые ситуации, инфекции, вирусные инфекции, которые сейчас очень распространились у нас, плюс сопутствующая патология идет у взрослого населения, как отягчающий фактор может развиваться сахарный диабет. В основном это сердечно-сосудистая патология. Сахарный диабет занимает 4-е место среди болезней, которые приводят к летальному исходу. Врачи призывают пациентов не нарушать рекомендации, соблюдать диету, не переедать и обеспечить организму каждодневные физические нагрузки. Есть острые состояния, которые могут привести к смерти пациента. Это комы различные,
вследствие длительной гипергликемии, это кетоацидотическая, например, кома или лактатоацидотическая кома. Ингушские медики делятся, что их пациенты в последние годы реже поступают в запущенном состоянии. Учатся контролировать вес, посещают школу диабета, вовремя принимают лекарства. Одна из них, Алемка Микиева, рассказывает, что долгое время потакала своим гастрономическим пристрастиям, но для собственного блага начала строго соблюдать требования врачей. Ловили нас на конфеты, особенно меня на конфеты. Я карамель прятала. Как не стала его нарушать, потихонечку понизится диагноз в норме. Сахар, это же не шутка, конечно, я знаю, что это неизлечимо. Но если ты будешь поддерживать себя, соблюдать, что врачи говорят, ты себе сделаешь лучше. Симптомы диабета второго типа зачастую очень слабо выражены и проявляются по происшествии нескольких лет. Для предотвращения страшных последствий важна ранняя диагностика. Лучший способ выявить недуг на первых стадиях – регулярные осмотры у врача и анализы крови. Диана Дударова, Сулейман Костоев, Новости 24.